Все самое важное за эту неделю. Рост заболеваемости, Ухтинский антиковидный оперштаб о статистике по коронавирусу. Колея и выбоины. Ухтинцы просят отремонтировать аварийное шоссе. 160 миллионов. Семья из Нижнего Одесса собирает деньги на спасение малыша. Откуда нефть? Горожане обнаружили нефтяную лужу на улице Куратова. И спасибо за труд. В городском дворце культуры наградили медиков. Подробности прямо сейчас. В администрации города прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Как заявила главный санитарный врач Ухты, начиная с 10 мая в муниципалитете фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В нескольких учреждениях, в том числе образовательных, были выявлены очаги заболеваемости. В структуре заболеваемости 7% заболевшие дети, учащиеся студенты, 8% работники сферы образования, 13% работники офисов и банков, 12% работники промышленных предприятий, 35% неработающие граждане. На 11 июня заболевших в муниципалитете 213 человек. В Ухтинской городской больнице из них лечатся 49, остальные получают амбулаторное лечение. С 10 июня в УГБ вновь увеличили коронавирусный коечный фонд. Напомним, там лечатся и пациенты ближайших районов. Сегодня на 134 койках находятся 116 пациентов. Это и ковид, подтвержденный диагноз, и внебольничные пневмонии. Из них 10 тяжелых, на ИВЛ 1 человек и 35 человек, требующие кислородотерапии. Более 50% перечисленных пациентов – лица старше 60 лет. Медики сетуют, что негативная тенденция связана с отказом населения вакцинироваться. В процентном соотношении привиться от коронавируса решили только 25,3% населения муниципалитета. Также после понижения выявленных случаев заболевания ухтинцы перестали носить маски, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию. Также Управление по делам ГО и ЧС напомнило горожанам, что рейды по общественному транспорту и объектам торговли участятся. Это не все ужесточения антиковидного надзора, которые ждут ухтинцев. Предлагаю включить в протокольные решения вопросы о проведении, возобновлении и активизации работы по проведению дезинфекции общественных пространств и управляющим компаниям дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов в обслуживаемом жилом фонде. Ровно такой же пункт у нас должен пойти по транспорту, то есть это контроль за дезинфекцией со стороны надзорных органов. Также оперштаб порекомендовал работодателям перевести 30% сотрудников на удаленку, без ущерба работе предприятия, образовательным учреждениям сделать посещение детских садов свободным по решению родителей, не допускать в школы и сады граждан без средств индивидуальной защиты, перевести на дистанционку обучающихся всех дополнительных программ для лиц, не являющихся обучающимися данных учреждений. Ну и вишенка на торте и без того сокращенной программы ко Дню России убрали пункт «Праздничная торговля». По итогу оставив только праздничную музыку на улицах и концерт в ГДК, который должен пройти при максимальной заполненности зала на 70% и с соблюдением всех мер безопасности. В редакцию ГСП «Онлайн» обратилась местная жительница Татьяна Гайфулина. Ухтинка работает в офисе, расположенном на Югерском шоссе. Ездит по дороге ежедневно не первый год и больше не может молчать о ее состоянии. Ямы, колея, отсутствие освещения – не весь перечень проблем этого участка. Дорога узкая. Получается, что машины, когда едут, каждый водитель выбирает себе дорогу получше. И они едут прямо по середине дороги друг другу навстречу. В определенный момент эти машины разъезжаются, и потом, когда совершается маневр, они опять выходят на середину дороги. Край дороги, он не отсыпан. У нас в той части дороги расположены гаражи, в той части дороги расположен поселок. И к сожалению, есть такие отчаянные, которые ходят вдоль дороги.
Вопреки тому, что этот участок расположен в границах муниципалитета и объединяет город с микрорайоном Югер, сама дорога Ухте не принадлежит. Она является частью федеральной трассы и находится на балансе у республики. Ремонт тут последние несколько лет делают только ямочный. От колейности это, конечно, не спасает, а именно из-за нее на одном из поворотов почти у каждого водителя, часто использующего этот маршрут, случались аварийные ситуации. Выбила из колеи на встречную полосу, и повезло только потому я осталась жива, да, и ничего со мной не случилось, не было встречной машины. 18 февраля наш коллега попал в ДТП, точно по таким же причинам выбила из колеи на встречку. И столкновения не удалось избежать. Он сейчас, сегодня 10 июня, он до сих пор находится на больничном. О том, что ухтинская администрация не может заниматься этой дорогой, 28 мая на брифинге с журналистами в очередной раз сказал глава муниципалитета. Магомед Османов отметил, что у города ушло 3 года, чтобы присоединить к себе часть улицы Западной, которая как раз выходит на злосчастное шоссе. Ее в прошлом году после передачи на баланс Ухты отремонтировали. А вот с Югерским шоссе совсем незавидная ситуация. Вчера еще был в Сыктывкаре, заходил в дорожное агентство, тоже просил, чтобы включили. Во всем случае на 2021 год ее в планах на ремонт нет. А планы на 2022 год они еще даже не сформировали. Нижнеодесскую дорогу, эту дорогу будут включать на 2022 год. Но пока точной информации нет. Будут держать на контроле. И как только появится какая-то информация, я обязательно людям доведу. Но, несмотря на это, горожане, которые пользуются этой дорогой, чтобы добраться до работы, а также жители микрорайона Югер, решили сделать официальное обращение во все возможные инстанции. Письма с сотней подписей они хотят направить главе региона Владимиру Уйба, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорю Кузьмичеву, начальнику Коми дорожной компании Михаилу Осолодкину и депутату Госсовета Александру Гайворонскому. К нам в редакцию обратилась семья из Нижнего Одесса. Родители маленького Мустафы Камалы столкнулись со страшным горем. Когда их малышу исполнилось 4 месяца, ему поставили диагноз СМА – спинально-мышечная атрофия или болезнь Вернига-Гофмана – нервно-мышечное заболевание, которое вызывается необратимым нарушением функций двигательных нейронов спинного мозга, приводит к ослабеванию, а затем и атрофии мышц. Мустафа Камалы родился совершенно нормальным младенцем, но в 2 месяца начались проблемы со здоровьем. Мальчику убрали паховую грыжу. После операции он перестал поднимать голову, но причиной этого оказалось вовсе не хирургическое вмешательство, а редкое генетическое заболевание. МНГ нам сделали, такой процесс токами. И он сразу же, профессор ног, он поставил нам диагноз, что у нас 97% поражения ног. Как бы ходить он уже не будет. Но у нас как бы есть шанс, что он просто хотя бы сидеть будет. Сейчас. Я просто тоже все переплакала и думала, ну как-то все-таки нет. У маленького Мустафы самая сложная форма этого заболевания первого типа. Без лечения такие детки доживают лишь до 2 лет. Семье Камалы повезло, они очень быстро начали получать терапию с зарегистрированным в России препаратом Спинраза. Но чтобы жизнь маленького Мустафы была полноценной, ему нужен укол, не зарегистрированный в нашей стране. Один из самых дорогостоящих препаратов в мире – Залгенсма. Семья получила протокол телемедицинской консультации от университета имени Пирогова. В документе прописано, что генотерапия показана пациенту после 4-5 доз спинраза, которую он уже получает в Ухтинской детской больнице. Но другой зарубежный препарат стоит неподъемных для семьи денег. И поэтому родители Мустафы обращаются к вам. И мы вот поставили этот укол, и дальше мы пытаемся собрать деньги и на основной, который не зарегистрирован в России, он стоит 160 миллионов. Его, чтобы получить, ну, как бы это кажется нереальным, но есть люди, есть родители, более 42 семей, они собрали эти деньги сами, народными средствами. Бану Чичек, мама черноглазого Мустафы, говорит, что были случаи, когда у таких семей появлялись крупные меценаты, волшебники, которые закрывали сбор за 1 день.
Так что их семья тоже верит в чудо. Сотворить его может каждый из нас, приблизив малыша к шансу на долгую и полноценную жизнь. Познакомиться с историей Мустафы вы можете на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме и ТикТоке help_Мустафа 11. Также вы можете поддержать семью материально. Номер мамы малыша привязан к банковской карте 8 904 222 22 99. Садыкзаде Банучичек Эльхан Кызы. В районе дома номер 20 по улице Куратова обнаружили лужу с нефтью. Видео с неожиданной находкой в соцсети выложили горожане в минувшее воскресенье. Как оказалось, предположение о нефтепроявлениях было верным. Из земли замироточила старая скважина ухтинской геологоразведки. Как отметил Дмитрий Мартемьянов, геолог, ныне работающий в историко-краеведческом музее, почти все современные постройки Ухты находятся на территории Чебьюского месторождения. Фактически на старых нефтяных скважинах, которых в Ухте было сотни. Естественный выход нефтепроявлений на поверхность может быть связан с пластовым давлением. Провал на Куратова сразу взяла на контроль администрация, отправив на место управление по делам ГУЧС, а также эколога. 8 июня после земляных работ был найден оголовок старой скважины диаметром около 40 сантиметров, предположительно из дерева. Провал засыпали землей, после проснувшуюся скважину подготовят к ликвидации. Рядом с выходом нефти взяли пробы воздуха. Результаты проверки на содержание нефтепродуктов, сероводорода и фенолов не превышают допустимых норм. Также нефтесодержащая жидкость не может попасть в водоемы. Угроз населению нет. В общественной приемной прошла прямая линия с представителями ухтинских профессиональных образовательных учреждений. Об особенностях поступления рассказали представители Ухтинского медицинского и педагогического колледжей, а также техникума железнодорожного транспорта и Ухтинского университета. В первом из вышеперечисленных приемная кампания стартует 18 июня на базе колледжа в кабинете номер 28. Для приема нужен аттестат, копия паспорта, СНИЛС и медицинская справка, форма которой размещена на сайте учреждения. Для несовершеннолетних абитуриентов нужно и согласие родителей. В этом году в колледже открыто 100 бюджетных и 50 контрактных мест. На базе 9 классов это только сестринское дело. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Проходной балл. В этом году у нас 50 бюджетных мест и проходной балл это 50 место, порядка 4,1, 4,2. Лечебное дело, это фельдшер, 25 бюджетных мест. Здесь средний балл чуть-чуть повыше, до 4,5, 4,4. Опять же, мы как студенты, школьники, как оканчивают. Самый низкий проходной балл на сестринское дело для поступающих после 11 класса – 3,9. Помимо среднего балла аттестата, в августе будущим медикам нужно будет пройти психологическое тестирование на профпригодность. Для поступления в ЖД-техникум тоже нужно проходить профессиональное соответствие. Справка, форма 086, в которой четко написано, что студент, поступающий абитуриент, годен для движения поездов. Со специальностью, связанной с движением поездов, годен. То есть никаких физических и физиологических особенностей быть не должно. Конечно, по тому, что будет написано в справке. В ЖД-техникуме прием документов стартует 14 июня для очников по 15 августа, для заочников по 20, для заочной формы обучения на контрактной основе до 15 сентября. В техникуме на этот год 85 очных бюджетных мест и 50 заочных. Все 4 направления обучения можно получить обоими способами. А вот стать школьным учителем в Ухте заочно нельзя, только воспитателем детского сада. Обе специальности получают в течение 2 лет и 10 месяцев после 11 класса и на год больше, если студент пришел с аттестатом после 9. Несмотря на то, что в Ухте кадровый голод в сфере, получить такое образование в городе не так просто. Проходной балл на учителя 4,1, 3,9 для воспитателей. Нет у колледжа и своего общежития. И не только его. По всем этим 2 специальностям у нас нет бюджетных мест. Это только платное обучение. И с этого года оно 100 тысяч.
Но, как отмечает директор колледжа, есть один большой плюс – гарантированное трудоустройство. А вот кому в этот раз удалось прихвастнуть количеством бюджетных мест, так это университету. Тут в 2021 ждут 687 бюджетников на очную и очно-заочную форму обучения по бакалавриату и специалитету. По бюджетным местам еще хочу обратить внимание, у нас 75 бюджетных мест на направлении подготовки информационной системы. Это очень много бюджетных мест, 75, это первый раз мы столько получили. И у нас очень много бюджетных мест на архитектуре, их 18. Здесь же скажу, что по архитектуре, помимо школьных дисциплин ЕГЭ, там сдается дополнительное вступительное испытание творческой направленности. Это рисунок, черчение, композиция. На вышку выпускникам нужно хорошо сдать ЕГЭ. Для выпускников со средним профобразованием университет проведет вступительные испытания самостоятельно. Помимо этого в университете есть и система среднего профобразования по 19 направлениям. Приемная комиссия начинает прием документов на высшее образование с 17 июня, на среднее с 19 июня. – 8 июня во двор дома 16/12 по улице Первомайской стеклись несколько машин служб быстрого реагирования. Как оказалось, вызвал их один из местных жителей. Собравшиеся во дворе очевидцы сообщили, что мужчина, находясь в квартире на 3-м этаже, не может выбраться самостоятельно. К окну подъехала пожарная машина, сотрудник пожарной части по лестнице поднялся и проник в квартиру. Как подтвердили в пожарной части, возгорания в жилище не оказалось. Позже информационное агентство Коминформ сообщило о еще одном вызове всех служб быстрого реагирования в Ухте. На этот раз по проспекту Космонавтов. Сообщается, что мужчина 50 лет вызвал по телефону все службы, чтобы ему оказали помощь в удерживании конструкции дома на своих плечах. На сайте информагентства сказано, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 10 июня в городском дворце культуры прошло торжественное награждение медиков почетными грамотами и благодарностями. Мероприятие на большой сцене приурочили ко Дню медицинского работника, который традиционно отметят в России в 3-е воскресенье июня. Как отметила заведующая межтерриториальным отделом организации здравоохранения, такое крупное мероприятие для врачей провели впервые за долгий период. Ведь медикам попросту было некогда. Пандемия увеличила нагрузку на все учреждения. За прошедший год работы у людей в белых халатах прибавилось в разы. Это более 4000 дополнительных выездов к лицам, к людям, к нашим гражданам, которые болели коронавирусной инфекцией со скорой помощи. Это около 4000 людей, которые были госпитализированы с данным диагнозом в городскую больницу. Это 9000 пациентов, которые наблюдались в амбулаторной службе. Это пациенты, а их уже практически около 1000, которые смогли получить реабилитационную помощь в нашем уникальном учреждении, физиотерапевтической поликлинике. Но, как отметила Светлана Владимировна, стоило это в первую очередь здоровья самих медиков, добавив, что несмотря на то, что мы неплохо смогли побороться, этот дамоклов меч до сих пор висит над нами.